Кавказ и Причерноморье с эпохи древности до позднего Средневековья в свете новых данных археологии и истории. Так называется конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Юрия Воронова. Яркий государственный деятель, археолог, историк, кавказовед, человек, всегда болевший за судьбу Родины. Это все о Юрии Воронове, который всегда боролся за правду. Директор Абхазского института гуманитарных исследований Ардашуба подчеркнул, что Юрий Воронов занимает особое место в новейшей истории нашей страны. Он не боялся вступать в полемику с грузинскими учеными и всегда доказывал свою правоту исключительно фактами. Участников конференции приветствовал глава государства Аслан Бжаня. Президент отметил заслуги выдающегося ученого-кавказоведа, общественного деятеля и одного из лидеров национально-освободительного движения Юрия Николаевича Воронова. Аслан Бжаня подчеркнул, что руководство страны всегда готово помочь в проведении таких мероприятий. Юрий Николаевич был неутомимым исследователем исторического прошлого Абхазии и всего Кавказа, человеком высокого достоинства и чести, посвятившим свою жизнь служению Абхазии и России, с которыми был духовно и кровно связан. Истинный патриот, борец за справедливость, Юрий Николаевич Воронов прожил недолгую, но яркую жизнь. Прошло 26 лет со дня его трагической гибели. Истинные масштабы его личности и та выдающаяся роль, которую он сыграл в новейшей истории Абхазии, в развитии ее науки, культуры и общественной мысли, в национальном движении и в строительстве независимой абхазской государственности, сегодня еще более очевидно. Руководство Республики Абхазии считает своим долгом оказывать поддержку мероприятиям, способствующим развитию науки, установлению контактов между учеными разных стран. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и результативной дискуссии. Заведующий отделом истории Абиги Олег Бгажба подробно рассказал о научной деятельности Юрия Николаевича. Будучи еще ребенком, Воронов участвовал в раскопках могильников апсилов на территории усадьбы Вороновых в родном селе Цепельда. Именно тогда зародился его интерес к археологии. Одна из известнейших работ Юрия Воронова – археологическая карта Абхазии, которая по сей день является настольной картой археологов. Еще школьником Юрий познакомился с известными абхазскими археологами Соловьевым и Трапш. И уже тогда стал их активным помощником. Он сдал коллекцию из 1000 археологических материалов в Абгосмузей, что сподвигло Трапш начать раскопки цибилиумских некрополей. Он первым прошел всю 160-километровую Великую Абхазскую стену с ее 279 башнями, нанес ее на карту, обмерил и описал. Заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ Анатолий Конторович не ожидал, что будет выступать на пленарном заседании, так как его доклад не связан напрямую с личностью Воронова. Он поблагодарил руководство Абиги за приглашение и подчеркнул, что Юрий Воронов в 1971 году защитил свою первую кандидатскую диссертацию именно на кафедре археологии МГУ, которую он сейчас возглавляет. Во время Отечественной войны народа Абхазии Юрий Воронов вел огромную работу по защите интересов республики, активно участвовал в переговорном процессе, часто давал интервью российским СМИ. Доклад на тему погребения скутарев цибельдинской культуры презентовал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии Российской академии наук Олег Шаров. Как известно, Юрий Воронов посвятил ряд работ археологии цибельдинской культуры. Юрий Николаевич не изучал памятники села Маркула. Не успел. Следующий доклад на эту тему Маркулского городища представила кандидат исторических наук Галина Требелева. Дело в том, что местные краеведы, местный педагог, учитель географии в школе Маркульской обращался к Юрию Николаевичу Воронову с просьбой рассказать и объяснить, какие же памятники находятся в селе Маркула. Юрий Николаевич в тот момент не смог ему ответить, потому что он не знал про эти памятники и сказал, что он обязательно приедет в село Маркулу, посмотрит эти памятники и даст ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, трагические события сложились так, что Юрий Николаевич не успел приехать в это село и осмотреть эти памятники. Поэтому во многом наша работа является как бы продолжением работы Юрия Николаевича, и мы даем ответ
на тот вопрос, который был ему задан, своими исследованиями. Юрий Воронов имеет прямое отношение к созданию Академии наук Абхазии. Он занимался разработкой правовых документов АНА. За заслуги перед Отечеством ученый награжден орденом Ахтзапша первой степени. Его именем названы Сухумская средняя, 3-я школа и улицы Республики. А в Абхазском государственном университете учреждена стипендия Воронова. Дениза Гергия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.